План призывной кампании в Таджикистане выполнен на 70%, из них 124 сыновья чиновников и госслужащих. В Таджикистане открылось представительство миграционного центра Сахарова. В Душанбе сдано в эксплуатацию новое здание МВД. Секретари Совбеза России и Ирана провели в Тегеране переговоры. Узбекистан просит ЕС снять санкции с миллиардера Алишера Усманова. Минобороны Таджикистана сообщила, что за месяц призывной кампании план по призыву вооруженной силы страны выполнен на 70%. Среди призванных в этом году в период осеннего призыва в армию пошли служить сыновья 124 чиновников и госслужащих республики. Среди них сыновья глав районов Файзабад, Таджикабад, Раш и города Бахтара, а также начальника бухгалтерско-финансового отдела Генпрокуратуры, прокуроров районов Джалалейдин, Балхи, Муминабад и военного прокурора гарнизона города Куляб. Об этом говорится в информации на сайте Генеральной прокуратуры Таджикистана. В сообщении указывается, что в прошлом году во время осеннего призыва из 7 должностных лиц и других государственных служащих и работников были призваны 299 человек, а за весенний призыв этого года 120 человек, 19 из которых дети работников прокуратуры. Кроме того, при содействии работников городских и районных прокуратур и военных гарнизонов в ходе призывной кампании граждане добровольно явились на призывные пункты и отправлялись на военную службу, отмечают в Генпрокуратуре. Причем с каждым годом количество граждан, отказывающихся от прохождения службы в армии, уменьшается, а количество граждан, желающих добровольно пройти военную службу, увеличивается. Перед началом осеннего призывного сезона министр обороны страны Шерали Мирзу обратился к своим подчиненным и подчеркнул, что им следует воздержаться от методов принудительного призыва на военную службу и на службу в армию привлечь больше детей-чиновников. В прошлом один из причин дезертирства из армии некоторые называли тот факт, что детей чиновников не призывали на службу, что приводит к социальному неравенству в обществе. Многофункциональный миграционный центр Москвы 9 ноября этого года открыл свое представительство в Таджикистане. Таджикистан стал второй страной, с которой Москва начала сотрудничество в рамках организованного набора трудовых мигрантов. В 2021 году представительство МФЦ было открыто в Узбекистане. Основная задача центра – это помощь жителям республики в поиске работы на территории столицы Подмосковья, сообщила журналистам министр правительства города Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на церемонии открытия представительства в Душанбе в среду 9 ноября. Отмечается, что в функции представительства также входит введение базы данных, вакансий соискателей, организация онлайн-собеседований и оценка профессиональных компетенций кандидатов на трудоустройство. Кроме этого, граждане Таджикистана смогут получать консультации по правилам пребывания и работы в Российской Федерации, особенностям оформления миграционной карты, предварительно оформить заявление на патент, записаться на прием в московский МФЦ и получить помощь по покупке билетов. Открытие представительства состоялось в рамках 18-го заседания двухсторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Таджикистаном. В Душанбе с участием президента Эмомали Рахмона и мэра Рустама Эмомали сдано в эксплуатацию здание воинской части 3505 МВД Республики Таджикистан. Об этом сообщает пресс-служба президента. Здание состоит из 3 этажей, в нем созданы условия в соответствии с требованиями для службы офицеров и солдат. На первом этаже расположены кабинеты для офицеров, медицинский пункт, а на втором и третьих этажах общежитие, душевые, библиотека и зал заседаний. При объекте построена столовая на 160 мест, современные спортивные залы, плацдарм и другая необходимая инфраструктура. После ознакомления состоялся военный парад, на котором президент выступил с речью. Президент отметил, что терроризм и экстремизм, незаконный оборот наркотиков, оружия, киберпреступления и другие преступления, особенно в последние годы, стали серьезной угрозой для людей, в том числе и для нашего региона. Еще одной серьезной опасностью, которая может нарушить мир и стабильность нашего общества, является присоединение части молодежи к экстремистским группировкам, сказал президент. С этой точки зрения президент отметил необходимость, чтобы личный состав военных структур, правоохранительных органов, в том числе органов внутренних дел, всегда был начеку и готов в борьбе с указанными угрозами и опасностями и попытками нарушить нормальное положение общества.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани провели в Тегеране консультации по вопросам безопасности. Сообщили об этом в пресс-службе Совбеза Российской Федерации. В ходе встречи, среди прочего, были обсуждены меры противодействия вмешательству западных спецслужб во внутренние дела обеих стран. В сообщении пресс-службы отмечается, что Патрушев и Шамхани согласились, что Москве и Тегерану на фоне санкционного давления необходимо активнее выстраивать внешнеторговые связи и расширять обмен опытом в развитии экономического потенциала. Кроме того, представители России и Ирана обменялись мнениями по целому ряду международных проблем, включая ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке. Помимо этого, в ходе встречи обсуждались вопросы двухстороннего сотрудничества в правоохранительной сфере, в том числе взаимодействия в области обеспечения общественной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом. Правительство Узбекистана на недавних встречах с представителями Евросоюза лоббировали отмену санкций против миллиардера Алишера Усманова, сообщила газета Financial Times со ссылкой на свои источники. Власти Узбекистана также готовы оказать Усманову юридическую помощь в оспаривании санкций, если ЕС откажется от просьбы отменить ограничения. Как пишет Financial Times, Узбекистан настаивает, что санкции против Алишера Усманова мешают ему инвестировать в экономику страны, с которой он поддерживает тесные связи. Мы не можем комментировать действия правительства Узбекистана, но санкции действительно мешают инвестиционным и благотворительным проектам, ответили на запрос Financial Times в МИД Узбекистана. Представители бизнесмена отказались ответить на запрос газеты.